Минигали Шаймуратов давно живет в сердцах башкортостанцев. Но только спустя почти 80 лет у жителей республики появилась возможность поклониться ему. Справедливость восторжествовала. Народный генерал вернулся на родную землю. 30 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении звания Героя Российской Федерации Минигали Шаймуратову. Инициатором восстановления исторической правды был глава Башкортостана Радий Хабиров. Он приложил много сил, чтобы мечта нескольких поколений башкортостанцев стала реальностью. 9 мая 2021 года из Москвы в Уфу на вечное хранение привезли долгожданную награду – звезду Героя Российской Федерации. Любимый генерал вернулся домой. Героем. Наконец-то. Навсегда. Новогодняя елка, выпускной бал. Лишь несколько дней в году на Советской площади Уфы проходили масштабные мероприятия. Остальное время она служила автопарковкой. В 2019 году было принято решение вернуть площади официальный статус. На 5-м Всемирном Курултае Башкир глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что это место должно стать общенародным, и объявил о начале строительства памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову. Минигали Мингазович Шаймуратов родился 15 августа 1899 года в деревне Биштяки Уфимской губернии. Погиб 23 февраля 1943 года в Ворошиловградской области. Советский военачальник, командир 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Генерал-майор, Герой Российской Федерации. Награжден 2 орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды. В 2020 году был подписан указ о проведении конкурса на лучший проект памятника. Местом строительства была выбрана Советская площадь Уфы. Именно на этой площади в марте 1942 года командир 112-й башкав-дивизии Шаймуратов доложил руководству республики о том, что бойцы готовы к отправке на фронт. На конкурс поступило 19 эскизов и трехмерных моделей. Экспозицию макетов, представленную в Уфимском конгресс-холле, посмотрели более 500 человек и оценили по 10-бальной шкале. Победителями конкурса проектов по созданию памятника великому полководцу Минигали Шаймуратову стали всемирно признанные профессионалы – скульптор Салават Щербаков и архитектор Константин Донгузов. В их проекте «Жизнь генерала Шаймуратова» и «Жизнь легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии». Ведь невозможно рассматривать судьбу Шаймуратова без истории башкав-дивизии. Они переплетены. Впервые проект был представлен на ежегодном послании главы Башкортостана Радия Хабирова Госсобранию Курултаю Республики. Сейчас полным ходом идет реконструкция Советской площади в Уфе. Ее украсит, кстати, вот этот замечательный памятник народному герою, который приняли участие в выборе и наши жители. 2021 год. На Советской площади Уфы зарождается новая история в жизни республики. Строительство ансамбля памятника, посвященного легендарному генерал-майору, Герою России Минигали Шаймуратову и 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Этот памятник – один из крупнейших проектов в современной истории Башкортостана. Этапы создания бронзового памятника. Выбор места для памятника. Конкурс проектов. Эскиз на бумаге. Эскиз памятника в пластилине. Памятник в натуральную величину из глины.
формовка памятника, снятие гипсовых форм со скульптуры, художественная проработка восковых моделей, литье, отлив памятника в бронзе, изготовление, монтаж постамента и колоннад, монтаж памятника на постамент, открытие памятника. Ведь важны очень корни, не просто вот отрезок времени, что человек там получил воинское звание, там сделал подвиг, погиб, а под этим же есть еще гигантские корни. Эти дороги помнят маленького Минигали. Он рос в бедной многодетной деревенской семье, жившей в небольшом домике. Нужда заставила мальчика рано взяться за работу. Помогал по хозяйству, с 13 лет объезжал лошадей, ставил их под седло. К нему привозили самых строптивых скакунов со всех окрестных деревень. Юный Шеймуратов считался несравненным объездчиком лошадей. О том, что этот темноглазый мальчик станет героем страны, тогда никто не думал. Минигали с детства восхищался героями, особенно Суворовым. В сельской библиотеке его родной деревни Биштики почти не было книг, которые бы он не прочитал. Гвардии старший лейтенант Насыров Анвар Хатыпович в своей книге «Подвиг генерала» писал: «Однажды Минигали Мингазович вспомнил свой давний разговор с отцом, Мингазидином. Он спросил его: «Отец, откуда пришел наш род?» Отец ответил: «Наши предки пришли из-за Урала, из Исятской провинции, а корни наши в племени айлинских башкир». На вопрос «Вы какой национальности?» Шеймуратов отвечал: «Я башкир, с Урала, из Башкирии, из деревни Биштики». Согласно преданиям, деревня возникла, сюда переселились несколько семей, и во время закладки населенного пункта здесь было в большой казан зарезано 5 баранов, да? И вот название оттуда пошло Биштяки. В 1964 году деревня Биштики была переименована в Шеймуратово, а в 2015 году там открыли памятник Шеймуратову. Автор работы – Денис Стритович. Это место, откуда родом Шеймуратов, и это, видимо, очень такие для него и родные, и теплые места, и пейзаж башкирский, вот такое холмистое место, поэтому это уместно вполне, что здесь вот этот памятник стоит. Наша задача может быть чуть другая. Там у нас дух событий. В деревне Шеймуратова, в прошлом Биштики, все пропитано духом героизма Минигали Мингазовича. Это место притягивает людей со всей страны. С момента открытия выставочного зала его посетили более 100 тысяч человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь сюда. У нас есть вот такая карта героя, но нужно заслужить, чтобы сесть за эту парту. И кто-то из ребят иногда садится за эту парту, когда заслуживает. Я еще не заслужил, но хотел бы присесть, если можно. Конечно. Но постараюсь заслужить. Авторы будущего памятника сумели уловить для себя черты героя, скрытые в прошлом. Наполнились энергией родных мест генерала, которую скульпторам сложно передать словами, легче показать формами. После поездки в деревню Шеймуратова в рельефе памятника российскому герою появится много новых элементов. Маленький домик, откуда начался путь Минигали к большому героизму. Мальчик с гармошкой. Аксакалы рассказывали, что Минигали во время деревенского сабантуя победил известного батыра. И тогда ему подарили гармошку, которая в то время считалась большой роскошью. И вот здесь такая трогательная сцена, когда и он всю жизнь пронес с собой любовь к музыке. То есть это очень важная вещь, потому что он был такая личность, очень он необычный человек, был очень глубокий, интересный. Тем временем на Советской площади Уфы работы по благоустройству территории набирали обороты. Капитальный ремонт прилегающих улиц, благоустройство скверов перед Башкирским педагогическим университетом, музыкальной школой номер 1 на Советской площади. Глава Башкортостана Ради Хабиров регулярно посещал строительную площадку и лично рассказывал жителям республики о ходе работ. Как он сам признался, строительство памятника Шеймуратову для него особая история.
Работы ведутся, довольно энергично ведутся. Мы сейчас хотим пару там ресторанов здесь открыть, но чтобы здесь вот точка притяжения была. У нас столько молодежи, а вот они бродят, и вот чтобы они могли сюда приходить, памятника посидеть. Скульпторы признают, самое интересное начинается с изготовления памятника в натуральную величину в глине. Это один из самых ярких и важных этапов. Именно в это время закладывается основа будущего памятника. В момент главной творческой работы создается финал, прорабатывается динамика в глине. Скульптура лепится в мягком материале, но в размер сооружения. Глину привозят специально из Пулково, что под Санкт-Петербургом. По мнению скульпторов, она самая лучшая из всех, как по своему благородному серебристому цвету, так и по изящной, тонкой и благородной консистенции. Но даже самую лучшую глину нужно оживить. Только тепло человеческих рук и души придают нужные формы холодной глине. Скульпторы всегда находят, где подправить, что поменять и усовершенствовать. В разгаре работа над рельефом, где рассказывается об истории воинской доблести башкирского народа. Здесь образы Урал-Батыра, Салавата Юлаева, кавалеристов-лучников, героев Отечественной войны 1812 года, прозванных Северными Амурами. Соколиная охота, юрты рассказывают о древней истории башкир. В изображении бурлаков образ отца Шеймуратова. Среди других сюжетов – пароход «Урал», на котором Минигали служил матросом-грузчиком. Верблюды символизируют Великий Шелковый путь, северное ответвление которого проходило через территорию современного Башкортостана. Отдельное место в рельефе у национального символа республики – цветка курая. Оказывается, я этого перепутал. Именно лепесток я смотрел в интернете, когда разный вид, оказывается, есть. И я потом уточнял, как надо делать или как это оригинал. Этот колчан, он для стрел, а это для лука. А я вот делаю его по фотографии. Нужно, чтобы это было с музея, потому что с музея там сохранились давние источники, те времена, которые мы лепим. Крупные детали рельефа, в которых нужен объем, делаются из глины. Но мелкие детали лучше лепить в пластилине. Из глины такие мелкие детали будет очень сложно сделать. Тепло должно исходить из души. Так я думаю. Потому что руки не думают, руки – это опыт. Ты работаешь, работаешь, руки привыкают и просто делают то, что они помнят. Ружья делаем мы исключительно вот это французские, они как будут опущены вниз. Когда справа налево, это упадническое. Когда слева направо, это позитивное движение. Справа налево, это негативное. Соответственно, если посмотреть под конем на рельефе, где лежат эти все ружья, пушки, они лежат справа налево. Это показано именно как раз-таки пораженческое положение. Во время гражданской войны Шеймуратов записался в ряды Красной армии. За ликвидацию одной из банд был награжден именной серебряной саблей и направлен на окружные курсы Северокавказского военного округа. Затем, как лучшего выпускника, его перевели в Объединенную военную школу имени ВЦИК в Москве. Одновременно он получил должность командира эскадрона. В конце 20-х годов охранял первые лица государства. Дважды командовать кавалерийским полком по охране Кремля, ведь это не каждому дано. И это не каждого поставят. Это человек, который беззаветно предан своему делу, предан своему государству. Вот таким вот был генерал Шеймуратов. Минигали Мингазович с упорством изучал иностранные языки. Владел уйгурским, казахским, немецким, китайским. Понимал английский и французский языки. Шеймуратов был интеллектуал. Он знал много языков. Он был своеобразной элитой. Из воспоминаний дочери Октябрины. Я даже чувствовала себя очень неловко, потому что отец был очень хорошо одет и выделялся среди всех. Однажды слышала, как ребята во дворе говорили: «Вот идет иностранец».
Он действительно напоминал иностранного дипломата. Как писал Константин Симонов, он объехал полмира по заданиям правительства. В 1936 году его направили работать советником военного комитета при правительстве Гоминьдана в Китае. Годом позже – военным атташе в Китае. В Китае не хватало профессиональных военных. Нужно было обучать и офицеров, и солдат. Миссия Шеймуратова была абсолютно секретной. Под псевдонимом Шай он сформировал боеспособную дивизию, даже сам участвовал в сражениях. За образцовое выполнение задания ЦК партии в 1938 году получил внеочередное звание полковника и был награжден орденом Красного Знамени. Китайскую командировку уже в статусе военного атташе пришлось продлить. Специалистов по этому региону катастрофически не хватало. Второй рельеф памятника посвящен истории 112-й башкавдивизии и ее генералу. В здании на станции Дема города Уфы находился штаб, формируемый 112-й башкавдивизии. На рельефе надписи на китайском языке. Сцены из жизни народа. Это страница из китайского периода жизни Шеймуратова. Личное оружие генерала, знамена и награды дивизии. Его сослуживцы, командиры полков, кавалеристы. В рельефе весь боевой путь дивизии. Здесь же расположен символ окончания войны – поверженный Рейхстаг. Более 80% дивизии составляли башкиры. Личный состав в основном комплектовали выходцами из сельских районов республики. С декабря 1941 года в течение 2 месяцев в дивизию прибыли постоянные командиры полков. В звании майоров на службу поступили Тагир Кусимов, Гарей Нафиков, Гариф Макаев. Воевавший в то время под Волоколамском Шеймуратов получил 2-й орден Красного Знамени. А 25 декабря 1941 года прибыл и вступил в должность начальника формирования дивизии. Создание 112-й и 113-й кавалерийских дивизий происходило в районе станции Дема, города Уфы, Башкортостана. Спустя 80 лет в Башкортостане опять сформированы 2 батальона для защиты Донбасса. Один из них назван в честь Шеймуратова. История движется по спирали. На Донбассе и в наше время бережно хранят память о боевом генерале. В 2020 году жители города Петровской Луганской области передали главе Башкортостана уникальные рукописи и документы. Сегодня они известны как «Тетради Донбасса». В этих вот воспоминаниях самих жителей этих окрестных деревень, населенных пунктов описывается, как после прорыва наших войск уже на сторону своих на поле боя остались вот погибшие, раненые, и вот местные жители ночью вот шли в поле, искали, находили их вот и у себя вот прятали, лечили их, а погибших вот старались вот собрать, хоронить, документов вот собирали. Когда уже пришли наши, вот они, вот эти документы погибших солдат, офицеров, они передали вот нашим. Противник ежедневно выбрасывал свежие отборные силы для уничтожения кавалеристов. Но усилия противника не увенчались успехом, так как боевой командир товарищ Шеймуратов узнавал как-то хитрости и уловки противника, и он их перехитрял. Из воспоминаний секретаря политотдела 112-й башкавдивизии Барыя Саергалеева. Лимон, а выправи про более прямо, да. Видите, без знамени было по-другому. То есть вот прям, видите, все оттуда как пошло, вот оттуда начинается, вот они готовятся, вот Уфа, и потом вот эта вся атака, все, здесь вот Дебальцево, вот эта веточка, где он погиб, да, и вот знамя приходит, и Рейхстаг немножко за ним и под ним. Вот так мы стандартно, классически компонуем. Салават Александрович сказал позавчера, что вот здесь у сапог складки недостаточно как бы характерные для этих сапог. Вот, и мы вчера нашли хромовые вот эти сапоги.
На ночь детали будущего памятника, рельефы, обильно поливают водой, чтобы они не высохли и не потеряли форму. Потом аккуратно закрывают пленкой. Необходимо соблюдение влажностного режима. А утром тот же моцион для скульптурных композиций. Чтобы их разбудить, надо нежно полить водой. Тогда они вновь оживают. В мастерскую входит он. Грациозный, уверенный в своей неотразимости. Красавец. Аглат. Конь из центрального московского ипподрома. Вот оно, что нам надо. Сегодня да? он целый день будет Смотрите, позировать какой, и да? восхищать всех. Смотрите, как балерина. Как балерина лошадь, а? А короткий корпус какой, да? И шея длинная. И холка высоко, смотрите как. Да? Он со спины, кстати, очень красивый. Вот смотрите, у него какие ноги сзади хорошие. И круп. Вот эта крутизна шеи вот здесь находится, вот здесь. И вот она самая крепкая, вот здесь вещь. На нем держится весь вот череп и управляется отсюда. Как люди разные, так и лошади. Даже голова разная. Видите, какая здесь элегантная голова. А монгольские, они такие горбоносые. Лошадь такая большая. Тракенинская, видите? Красота тракенинской породы заворожила всех. На минуту скульпторы как будто забыли и о сроках, и о работе, и просто восхищались природной красотой животного. Но это было непростое любование обывателей. Скульптор в каком-то смысле и антрополог, и врач, и психотерапевт, и ветеринар, и самое главное, он должен угадать сильный внутренний импульс будущего творения искусства. Скульптурные кони, они не похожи на живых коней. Живой конь, он хорош тем, что он документальный. Вот медный всадник, он же не похож на такого коня. Да? Он как танк, другой, так же, как и люди. То есть все равно осмысливать надо. Ну, то есть любой мощный какой-нибудь портрет Рембрандта, это не просто он скопировал и сидит человечек, правильно? А это там вселенная должно проявляться. Но в природе очень много мощи все равно, вот этой, той, которая нужна для скульптуры. Скульптор должен увидеть, поймать и выразить эту мощь в работе. Тогда творение будет притягивать людей тысячелетиями. Вот стоит конь, он стоит красавец, как табуретка. Ну, а здесь у нас должны быть, понимаете, вот это стихии. Вот это мужество, ветра, вот это Рейхстаг, этот поток. Это же судьбы людей. И наша задача здесь рассказать об этой эпохе, об этом подвиге. Советская площадь Уфы, которая помнит самого легендарного Шеймуратова и его речи, ждет своего звездного часа. Ждет возвращения своего великого сына на родину. Как будет выглядеть это место через полгода? Об этом знают только несколько человек. К скульптору и архитектору в настоящее время не до лирики. Прохожие даже и не догадываются, что здесь и сейчас пишется новая история. История для будущих поколений. Во второй мастерской продолжается работа над памятником Миннегали Шеймуратову. Это момент его высшего подъема эмоционального, его готовности к победе, повести за собой людей, погибнуть или не погибнуть удастся, но победить. А здесь у нас как вот такой рассказ, более такой поэтический, эпический. Многое будет меняться, многое будет корректироваться. Это мы говорим легко, а так внутри мы все время в напряжении трясемся. Ну, в хорошем смысле, не сильно трясемся. Я из Исянголова, Зеленчурский район. С детства как бы нас всех учили с младших классов, кто такой Миннегали Мингазович, какие подвиги совершил. Ну и как бы, большая честь участвовать в таком проекте. Своими сложностями, своими проблемами, но мы стараемся делать. Боремся с чем-то, сражаемся с каркасом. Но в целом все нормально, рабочий момент. Анатомия, все это надо. Картиночки, чтобы все было под рукой. Чтобы видеть, смотреть, разбирать все эти суставчики. С каркасом воюем немножко. Мужество и героизм в боях.
Успешное выполнение важных оперативных задач были достойно отмечены. 112-я башкирская кавалерийская дивизия приказом Наркома обороны СССР от 14 февраля 1943 года была удостоена гвардейского звания и переименована в 16-ю гвардейскую. Добровольцы стали гвардейцами, элитой Красной армии. Мы постоянно сталкиваемся с конными соединениями. Они так маневрены, что применить против них мощь немецкой техники не представляется возможным. Начальник Генерального штаба сухопутных войск Вермахта генерал-полковник Франц Гальдер. Немцы не брали башкир в плен. Они называли их «дикой дивизией» и убивали. Немецкая газета Deutsche Zeitung in Ostland писала: «В донских степях мы вынуждены сражаться с людьми дикими, не ведающими страха, принадлежащими к племени башкир». В 1943 году руководство страны приняло решение о сокращении кавалерийских дивизий. Считалось, что они уже не нужны в таком количестве. Более востребованы танковые и другие части войск. Если две дивизии есть рядом, упраздняют старшую по номеру, младшую по номеру оставляют. Такое есть правило. Поэтому 113-я, которая, кстати, была более укомплектована, чем 112-я по количеству людей и лошадей, была расформирована, и ее силы направлены в 112-ю. Дело в том, что 8-й корпус стал 7-м гвардейским, дивизия 112-я башкирская стала 16-й гвардейской, а гвардейские дивизии не расформировывают. Это уже более высокий уровень. Башкав-дивизия стала единственной национальной кавалерийской дивизией, которая прошла всю войну с 1942 года по 1945. Командировки членов рабочей группы из Башкортостана по созданию ансамбля памятника Шаймуратова для сотрудников мастерской Салавата Щербакова стали рядовым событием. Совместная работа с историками, краеведами, инженерами дает возможность скульпторам глубже узнать историю, детали тех или иных событий. Изначально планировалось, что памятник будет крепиться на 2 опорах. Инженерный фокус. Такое бывает. Но позже решили, надежнее все же будет на 3 опорах. Мы в большом восторге, что нам удалось в мастерской этого великого скульптора посмотреть, как идет творческий процесс. И очень рады, что мы как-то застали это историческое событие. Члены рабочей группы и скульпторы совместно ищут ответы на спорные вопросы. Пути решения проблем. Итоговый финиш уже выходит, Салават Александрович. Да, есть еще небольшие дочеты, которые наверняка Салават Александрович примет их исполнение и сделает уже в правильном формате. Через неделю уже полностью готовы будут наши барельефы. Это грандиозно, это мощь, это красота. С 2008 года мы постоянно работаем на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. И мы в прошлом году проводили разведку на месте, где шел тот последний бой, в котором участвовал генерал Шаймуратов. О гибели Минигали Шаймуратова сняты фильмы, написаны книги. Так где же все-таки правда? Как погиб Шаймуратов? Почему заслуги генерала и воинов прославленной 112-й Башкав-дивизии на протяжении десятилетий не получали должного признания со стороны государства? И что было тому причиной? Очевидцы событий 1943 года виновником трагедии называли командира 8-го кавалерийского корпуса генерала Борисова, в чьем подчинении находился генерал Шаймуратов. Борисов – это был грубак. Шаймуратов попросил провести разведку. Борисов в достаточно грубой форме потребовал выводить войска в поле. Шаймуратов, соблюдая правила субординации, подчиненности, пошел вперед, но разбил свою дивизию на 2 группы. Слева и справа бандеранцев с одной стороны, Голенев с другой стороны. Он в главном отряде, главной дозорного отряда пошел и дал направление для вывода еще одной из дивизий. На самом деле, по сути, Шаймуратов разработал маршруты вывода всех частей корпуса дивизий
ну, по сути, он спас дивизии тем, что он разработал маршрут, как они должны выходить. Но попался он на ту огневую засаду, которая была подготовлена для выходящих из окружения. И начался такой скоротечный бой, артобстрел сначала, затем скоротечный бой, пулеметный обстрел. И в этом бою Шеймуратов был смертельно ранен. Тело генерала не было найдено. Это и породило много слухов. Он считался пропавшим без вести. Позже было доказано, что Шеймуратов героически погиб под Дебальцево. Если бы немцы нашли убитого генерала, то любому немецкому солдату, нашел генерала раненым, живым или мертвым, положен был отпуск. Немцы это очень четко знали. Поэтому, если бы его нашли и сказали бы, это русский генерал, то немцы бы об этом бы написали в своих донесениях, немцы бы показали, кто это. То есть есть там про Борисова, есть про Дудко, про Шеймуратова нет. Значит, немецкие солдаты тело его не находили. Место гибели Дебальцева, во-первых, это актуально сейчас. И, конечно, вот эта ветка, мы ее сделаем более трагической, более напряженной, чтобы на разрыв аорты. О Минигали Шеймуратове запрещено было упоминать, как и о Салавате Юлаеве. Но народ всегда, во все века помнил и будет помнить своих настоящих батыров. На Советской площади Уфы работа идет полным ходом. Готовятся места для установки колоннады, колонн, пилястр, постамента из гранита. Гранит добывается в Учелинском районе Башкортостана. Это самый светлый из всех серых гранитов, который впитал в себя красоту и мощь башкирской земли. Он использовался при подготовке к 300-летию Санкт-Петербурга, тысячелетию Казани. В Москве центральную часть столицы, 5 станций метро тоже украшает башкирский гранит. В России Мансуровский карьер является лидером по добыче гранита. Но в свое время его могли взорвать. Изначально была заявка на щебень. И для этого проводились работы по подсчету запасов, бурению и так далее. Вот. И когда бурили, начали доставать стержни длиной до 8 метров. Отец обратил на это внимание, распилил эти гранитные стержни, отполировал. И у него сложилось твердое мнение по поводу того, что этот карьер нельзя взрывать на щебенку, его нужно использовать для производства облицовочных плит и архитектурных изделий. А с этого начался конфликт между геологом и руководством республики. На дворе 1953 год. Времена были жесткие. Простому геологу Василию Галоте командировку в Москву не согласовали. Но он нашел решение. Сдал кровь, а донорам давали 2 дня отгула. И улетел в Москву. Мансуровский гранит использовать не в качестве щебенки, а для производства облицовочных плит и архитектурных сооружений. Такое решение было принято в Совете министров СССР. Глава Республики Башкортостан Ради Хабиров сам несколько раз приезжал на эти предприятия и проверял ход работ. Эту колоннаду я подсмотрел в 2 местах. Я специально ездил тогда в Будапешт, и вот там есть памятник вождям 7 племен. И там тоже вот такая колоннада и очень величественный памятник. Ну и плюс Казанский собор. Представляете, да, в Санкт-Петербурге. Он связан тоже с победами нашей русской армии. А это все военная тематика, и поэтому существует определенная традиция, мне кажется. Вот. И когда я предложил это Салавату Щербакову, нашему скульптору, который выполняет памятник, он говорит, идеально сходится. То есть мнение художников тоже совпало с мнением просто нас, людей, не очень сведущих в этом. Вот такой натуральный камень, которым богата Башкирия, на колоннаде применяется впервые вообще в истории Башкирии. Архитектура классическая, но с элементами башкирской стилистики. Мы вам покажем, откуда этот узор. Это прилучье и колчан башкирского воина. Нам этот колчан надо не пропустить. Мы именно его изобразим в рельефе. Этот колчан – уникальный артефакт. Он хранится в Национальном музее Башкортостана.
Начиная с советского периода, башкирский орнамент неоднократно становился предметом интерпретации и переработки при создании произведений искусства современных. И вот из таких сохранившихся подлинных образцов, которые повторяются и в Музее этнографии в Санкт-Петербурге, и в Венгерском музее декоративно-прикладного искусства, вот эта вещь, она является как бы повторяющимся мотивом. Пока в Москве полным ходом шла работа в двух мастерских, в Башкортостане в День Победы на Советской площади Уфы состоялась торжественная церемония закладки в основании будущего памятника гильзы с землей. Ее собрали во всех муниципальных районах и городах Башкортостана в рамках республиканского марафона «Земля памяти». Последний в капсулу памяти поместили горсть земли, собранную на Луганщине. Два года назад сложно было представить преображение Уфимской площади. Даже глава Республики Башкортостан в социальных сетях рассказывал, что убегал на Советскую площадь, чтобы посмотреть, как продвигаются дела. Если серьезно, весь ход строительства контролировался руководителем республики. В Москве работа не останавливалась ни на минуту. Для скульпторов, чтобы изобразить образ легендарного генерала, позировал известный спортсмен, мастер спорта Михаил Архиреев. Значит, вот в момент ты вынимаешь вот так и переносишь сюда. Ты держишься, но плечом вперед, а головой туда, левее. Да, и вот встаешь на стремена. И надо нам будет посмотреть, как мы это ставим, да? Значит, смотри, вот бурка, мне кажется, длинная. Да? Ну, вот мне кажется. Значит, что я хочу? Мы сделаем, смотри, вот такую складку, вот она. Вот такую. Заполним изнутри, вот это. И там пойдет каркас. То есть, значит, ты отсюда соединяешь вон туда и вот так накладываешь, да? У меня дед воевал, и он погиб тоже при форсировании Днепра. Вот, Шаймуратов же тоже в всех местах погиб. Ну, тут, наверное, большую историю, как бы, лучше узнаешь. То есть сам путь 112-й кавалерийской дивизии. Мы сейчас будем поворачивать, да? Вот, пошел. Давайте соберите здесь, ладно? Посмотрим с этой точки. Голову еще немножко, Марат, сокращаем вот здесь поуже и вот здесь, чтобы она не вываливалась сильно. Восхищает просто, я по-другому не скажу. Это же памятник мы, как говорится, всем миром делаем, и это такой большой коллективный труд, это было большое пожелание жителей нашей республики, и это вот плод большого творения, большой группы людей. Ну и, конечно, это гений нашего Салавата Александровича Щербакова. Я восхищен. Это вот... Я даже не представлял, что он такой большой. Я думаю, что памятник достойный. Просто человек достойный. И мне кажется, мы человеку мы должны отдать дань уважения. Но я сейчас пытаюсь всем тоже рассказать, что это не только памятник генерала Шаймурата. Это памятник всем воинам. Воинам Башкортостана, которые погибли в различных войнах. Как и многие мальчишки, Радий Хабиров в детстве перечитал все книги в сельской библиотеке. Восхищался героями. И не случайно, что именно он взялся за работу по созданию памятника легендарному генералу. Я читал и просто каждый раз восхищался, думаю, да что ж такой человек-то был. Он же был не просто военный, он был и дипломат, он был и разведчик. И человек был уникальный. И ведь даже как он погиб, он же, понимаете, он же там за спинами не прятался, он сам повел на прорыв для того, чтобы понять, где вывести свою дивизию. Ведь не всем генералам пишут песни, которые становятся, по сути, гимном народа. И вот я считаю, что песня Шаймуратова «Генерал» — это гимн башкирского народа. В некотором смысле есть судьба удивительная, человек удивительный, служение великое. Все же люди разные, в ком-то какая-то звездочка есть внутри, звезда, да, а в ком-то нет. Вот в нем есть звезда, вот это бриллиант какой-то, который, вот, наверное, нас тянет к нему. Когда в цеху это видишь, это действительно завораживает. Смотрите, какой сложный. Я там практически через 3 дня туда на Советскую бегаю. А мы видим. Там уже колонны пошли. Ну, конечно, вот эта идея с колоннадой, это, конечно, очень... Это будет украшение, вот как бриллиант. Да.
Это действительно очень сложно, большой, объемный, цельный памятник. Мы специально подбирали мастерскую, чтобы разместилась в полную величину. Я горжусь, что мы это делали. Прежде чем стать частью вечности, детищу скульптора предстоят и технические этапы. Они – важные составляющие в создании памятника. После всех творческих этапов – решение технических вопросов, перевод глины в долговечные материалы. Это процесс сложный и долгий. Огромная роль форматоров для обывателя не очевидна. После того, как скульптура вылеплена в мягком материале, ее переводят в гипс. С нее снимают черновую форму и делают отливку из гипса, чтобы проработать в скульптуре все рельефы и добиться гладкой поверхности. Уже с гипсовой модели снимают чистовую форму для дальнейшего тиражирования. Форма должна состоять из нескольких частей, чтобы модель можно было достать, не повредив. Снимают формы. Формы едут в литейный цех. Там делается вот что. В эти формы промазывается слой воска, наносится. Это как раз толщина металла и отпечаток. Памятник, рельефы в глине в натуральную величину прожили красивую, но короткую жизнь. И по технологии их будут ломать. Жалко, но необходимо. Художественная проработка восковых моделей, литье считаются техническими процессами. Но и тут нужна помощь скульптора, так называемый авторский надзор. Это вручную они заливают воск, и одинаковым слоем он твердеет потом, и внутрь набивается вот эта литейная масса. То, что будет металлом, это будет вместо этого воска. Обратно отправляем в литейный цех. Они уже обмазываются сверху этой же массой, засыпаются. Воск выплавляется и вытекает оттуда. И вместо него заливается горячий металл. И это очень профессионально-художественная стадия. Она кропотливая, она самая решающая. Просто как сделано в воске, вот отпечаток пальца вот поставлено, если хорошее литье, то там отольется прямо целиком вот все один в один. Базарбек. Ну, вот ты тогда упорядочь вот этих людей, вот как-то вот так, да? Да. Даже ты там, чтобы шея была, да, чтобы человек был вот раз там плечом наверх, вот так. А то были какие-то жалкие. Так оно нормально по динамике, можно даже какую-то такую, как сказать, парадоксальную динамику давать, да? Чтобы был парадокс. Скоро начнется отлив памятника. Его разобранные части ждут своего часа для перехода в вечность в виде бронзы. Капитель означает венчающую часть колонны или пилястры. Она используется во многих архитектурных стилях, начиная с Древнего Египта и античности. Создатели ансамбля памятника Шеймуратову тоже решили использовать в ансамбле и колоннаду, и капитель. Мы готовы собирать уже дальше, так сказать, завершающую часть под карниз. Поэтому сейчас начинается монтаж ригелей. Значит, это будущая основа карниза. На него будет смонтирована и сверху, и с боков каменная облицовка. Люди чувствуют мощь каменных глыб. На этом построено искусство тектоники. В литейном цеху Жуковского завода на первый взгляд кажется хаос. Но точнее будет образ муравейника. Каждый занят своим делом, и всех объединяет одна идея. Тяжелые запахи краски и химикатов никто не замечает. Надо успеть сделать порученное дело вовремя и качественно. А ведь до блеска и эстетики еще далеко. Вот сейчас идет плавка в главной печи. Это печь на 400 килограмм бронзы. И вот оператор сейчас сбросил с бронзы шлак, то, что не должно пойти в форму. И сейчас вот уже бронза фактически готова для заливки. Бронза используется самого высокого качества. Все скульптуры
из этой бронзы, они фактически вечные. Даже у нас есть сохранившиеся скульптуры античные, которые до сих пор еще мы их видим в музеях. И поэтому бронза – это один из самых лучших материалов для скульптуры. Сейчас для заливки бронзы готовится вот эта форма. Тут уже есть часть нашего рельефа, который будет потом составляться с другими частями, и будет уже целый рельеф. Кипящая бронза – завораживающее зрелище. Но работать с этим материалом надо осторожно. Температура 1300 градусов. Бронза заливается вот в этот ковш, который греется, а греют специально для того, чтобы не остывала бронза. Греется несколько часов. После этого подносится ковш к печи, печь переворачивается и заливается в ковш. И кран-балкой этот ковш уже подносится вот сюда, к этому соплу, и заливается в форму. Она будет остывать сутки. Эту конструкцию завтра будут ломать и вытаскивать оттуда уже готовую бронзу. Обрабатываем бронзу перед тем, как сваривать. И потом соединяем детали. И получается вот такая вот целая вещь монолитная. Идет сборка. Мы прихватываем каждую деталь, а потом она будет перекрываться полностью, монолитно завариваться, обрабатываться, и шва не будет видно. Как будто это одно целое. Многие этапы создания ансамбля памятника Шеймуратову позади. Впереди один из заключительных – сборка 2 рельефов. Первым готовят к отправке из Москвы в Уфу рельеф памятника, посвященный истории 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Наносятся последние штрихи к портретам. Еще что-то необходимо сварить, подправить, прикрепить. При создании образов кавалеристов скульпторы просмотрели сотни фотографий. И неудивительно, если кто-то узнает в этих лицах знакомые черты. 2 суток пути из Москвы в Уфу. Первый рельеф весом 4 тонны в столице Башкортостана. Разгрузка только мощными кранами. После совместной работы скульпторов и экспертов из рабочей группы уточнили и изменили названия населенных пунктов, по которым проходил боевой путь башкавдивизии. Заповедь кавалериста «Каков конь, таков и всадник». О боевых конях 112-й башкавдивизии слагали легенды. В дивизии числилось 300 тысяч коней. Самым знаменитым был конь Керчь. Вместе с мужчинами деревни Ильчегул Мейкинского района Керчь был отправлен на фронт. Конь на фронте обворожил всех. Забавный случай произошел, когда коневод Керчи не доглядел, и конь пошел пастись в нейтральную зону. Он перешел минное поле и оказался на территории противника. Конь позволил забраться на него вражескому офицеру и помчался в сторону своих позиций. Так Керчь привез языка, инспектора немецкой дивизии. Как бы ни старались мастера по бронзе, приехавшие из Москвы, укрыть рельеф, ветер открывает все секреты. В какой-то момент даже показалось, что каменным героям хочется быстрее стать достоянием республики. После монтажа рельефа на постамент все стало на свои места. Рельеф промывают, продувают, нагревают, покрывают специальным восковым раствором. Каждая деталь, даже маленькая черточка, небольшой изгиб в ансамбле имеет значение. А тем временем в Москве готовится 2-й рельеф весом 5 тонн. Он посвящен истории башкирского народа. Вышло как книга в камне. Хочется заглянуть в приоткрытую дверь юрты и услышать, о чем говорит дедушка внуку, как прошла соколиная охота. Узнаваемы лица национальных героев – Салават Юлаев, Северные Амуры. Аннотация в камне вызывает желание узнать больше об истории народа. Очередное выездное заседание. Вопросы обсуждаются детально. В такой масштабной работе нет мелочей. Рабочая группа осматривает ансамбль с разных сторон, вносят коррективы.
То, что у нас было в конкурсе, это одно. А потом он развивался и вдыхал. Причем эта колоннада, она не убивает эти здания, а наоборот им дает какую-то еще вторую жизнь, более разнообразная, богатая. Те, кто хорошо чувствует мощь истории Башкирии, я-то более узко по отцу понимал, а кто мощнее чувствует, я сейчас тоже это осознаю. И, я скажу, Ради Фаридович предложил, и архитекторы, и художники поддержали. То есть это такой плод уже общей работы. Это орден на груди и на земле Башкирии. Несмотря на поздний час, глава Башкортостана Ради Хабиров пришел посмотреть, как ансамбль начинает свою жизнь. Строительство ансамбля – живой процесс. Все время что-то меняется, добавляется. Финальное решение – белый башкирский гранит и красный казахский мрамор. И площадь преобразилась, заиграла другими красками. Люди заняты повседневными делами. Спешат на работу, за ребенком в школу, просто гуляют и только догадываются, что творится за скромным ограждением. А там пишется история. Знаковая страница в истории Республики Башкортостан. Элементы для украшения колонны и колоннад, метопы для фриз и венки на южные фасады башен третьим рейсом. Тем временем родилась идея заполнить пустоту между двумя рельефами. После долгих консультаций с историками, краеведами решено для украшения фасада взять за основу данные из памятника словесности Дафтари Чингизнаме. Памятник Дафтари Чингизнаме написан в конце XVI – начале XVII веков. Все события происходят на Южном Урале. Герои – предводители башкирских племен Майки-би, Муйтен-би, Тамьян-би, Юрматы-би и другие. Всех Чингисхан наделил родовыми атрибутами. Это дерево, птица, тамга, клич, колчан. Колонны с двух сторон украшают рельефы в зеркальном отражении. В них изображена воинская амуниция трех времен – древнебашкирского, Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Два седла – Салавата Юлаева и Шеймуратова. Рядом на колонне установлена мемориальная доска с именами всех героев Советского Союза 112-й Башкав-дивизии. Шеймуратов говорил, подковы ваших лошадей должны выдержать до Берлина. Башкав-дивизия за годы Великой Отечественной войны прошла от Дона до Эльбы свыше 4000 километров. 15 раз отмечено в приказах Верховного Главнокомандующего как отличившиеся в боях. 3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями. 78 из них стали героями Советского Союза и 5 полными кавалерами Ордена Славы. Такого количества героев нет ни в одном кавалерийском соединении Красной Армии. Сборка. Конечная стадия возведения великолепного памятника великому сыну Башкортостана. Однополчане характеризовали Минигали Мингазовича как волевого, решительного, смелого, энергичного боевого командира. Создателям памятника удалось передать эти качества. Жители республики долго ждали возвращения легендарного генерала Шеймуратова домой. Монтаж памятника на постамент тоже стал событием для уфимцев. Это самый дорогой подарок жителям Башкортостана ко Дню Республики. Подарок, который никого не оставит равнодушным и останется в веках. На проектирование и изготовление ансамбля памятника Минигали Шеймуратову ушло 2 года. Понадобилось 1112 тонн гранита, 42 тонны бронзы. Монументальный ансамбль состоит из колоннады с башнями и звездами. У колоннады 2 крыла – восточное и западное. Каждая высотой 11 метров. Советскую площадь украшают 24 колонны и 6 полукруглых пилястр. Высота памятника – 15 метров. Высота конной статуи – 7 метров.
Есть событие одного дня, месяца или года. Открытие памятника – это событие века. 11 октября 2022 года. День открытия ансамбля памятника народному герою Минигали Мингазовичу Шаймуратову будет вписан в историю республики золотыми буквами. Начинается торжественная церемония посвящения в шаймуратовцы. Знамена на пле! Чё? Налево направо! Во! Шагом! Марш! В сегодняшний торжественный день я, учащийся шаймуратовского класса, перед лицом своих товарищей и учителей с честью носить имя шаймуратовца клянусь! Быть преданным своему народу, быть достойным памяти павших за Родину, верным сыном родной земли, клянусь! Достойно учиться, готовить себя к служению Отечеству и всегда следовать девизу шаймуратовца «Потомки Салавата отступать не умеют! Клянусь! 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 Салават тұқымдары сегіне білмей девизына тоғры болырға ант итем! Ант итем! Ант итем! Командирам отрядов к торжественной передаче знамен приступить. Сегодня для всей нашей республики особый день. Мы постарались сделать этот памятник не только генералу Шаймуратову, а всем павшим в боях за Родину. В этом смысл большой этого памятника. Поэтому, конечно, нас всех переполняют эмоции, самые-самые добрые, самые лучшие. Это то, о чем любой художник может мечтать всю жизнь, прикоснуться вот к этой классике. То, что здесь появилась такая возможность, с удовольствием поработали. И симфония должна звучать на площади, поэтому наши эмоции не как у актера, а у нас это такая более передача, такая безмолвная, и энергией должно обладать сам монумент. Это блестящий проект, и я считаю, что это просто преобразование городского пространства невероятный мемориал национального уровня. Мы находимся в самом центре учебника истории. Открытие таких памятников – это связь поколений. Спасибо Ради Фаридовичу, что он убедил президента, и спасибо президенту, что он поддержал. Мы видим, какое народное ликование и праздник федерального масштаба. Величественный скульптурный ансамбль можно назвать сердцем столицы Башкортостана. Долгие годы народ республики бережно хранил воспоминания о своем генерале. Сейчас он, воплощенный в бронзе, вернулся.
Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову удалось добиться исторической справедливости. У нас надежная опора и высокие идеалы. Мы вместе. Так было и так будет всегда. Я горжусь. Свершилось. Дождались. Я вот привела своих внуков, чтобы они тоже приобщались к нашей общей памяти. Мы приехали из Москвы, и мы очень счастливы, что мы в этот день вместе с вами. И мы все дружны, и мы Россия.